Мы долго перебирали фотографии, которые приготовила к встрече Рита Агринуровна. За каждой из них история не просто человека, но личности с активной жизненной позицией. Про таких говорят, не усидит на одном месте. И если заводится, то и вокруг закручивается кипучая деятельность. Здесь, в Алекминске, в Якутии, прошла практически вся жизнь супругов Имаевых. А ведь когда-то она не могла и предположить, что суровый край станет ее родиной. Из Башкортостана. Село Шаран Шаранского района и поселок Мичурино. Я там родилась. Выросла, конечно, там, естественно. До 8 класса училась, потом с 8 класса уехала в Подмосковье. В Подмосковье город Меленки, есть город Иваново, а мы рядом находились, город Меленки. Ткачихами были. Да, я ткацкое училище заканчивала. Мы ткали брезент для военных целей. Почему-то уже тогда было для военных. Ну, армия у нас была, и брезент, вот эта вот мешковина, они были затребованы. И вот у нас как бы военная фабрика была, и мы ткали. Вот. И в училище я проучилась 1 год. У нас сразу практика была, мы учились и на практику, на фабрику ходили, мы ткали на этих станках. Это вот действительно станки были военного еще образца. Это вручную, ну, они электрические были, а мы все неполадки, все устранялись вручную. Это было так интересно, я даже с удовольствием это время вспоминаю. Приехав в отпуск домой, молодая девушка уже не вернулась в Подмосковье, исполнив волю отца. Спустя время она закончила торговое училище, но профессия эта не стала ее жизненным выбором. Мне все время нравилась творческая работа. Я с детского сада выступала. Мне сольные номера всегда давали. Я это с удовольствием прямо выполняла, исполняла. Занималась танцами. Я очень любила танцевать. Я прям грезила, что я буду танцовщицей великой. Ну и вот по возрасту, потом я в школе принимала участие в культурной работе. Очень много мы занимались. Ставили концерты, конечно, большие. Мы даже на большой сцене выступали. Да, нас приглашали в районные сцены. Мы даже в Уфе выступали. Когда я училась уже как бы, ну, в 5, 6, 7 классах, мы ездили с выступлениями. У меня даже где-то фотографии есть. И мне это очень нравилось. Потом как-то так получилось, что папа мне предложил идти художественным руководителем к нам в Дом культуры. Эта ставка была свободная. Я с удовольствием, конечно, согласилась. У меня опыта работы не было. Я просто вот занималась, выступала. А директор Дома культуры, у нее было образование, и вот она мне как-то помогала уже. Ну, это мне уже сколько было, лет 17-18. Я с удовольствием исполняла вот то, что она мне говорила. Казалось бы, мечта сбылась. Любимое дело, уже и замужество, но судьба распорядилась по-другому. Как я попала в Якутию? У меня сестра с зятем, чуть-чуть я отойду от себя, они закончили Уфимский нефтяной техникум. И по распределению выбрали Якутию. Да. Тогда в Якутске был госнефтепродукт. Да, госнефтепродукт. Они приехали в Якутию и их отправили в Амгу. Они там проработали 2 года, приехали в отпуск. Ну и забрали нас с мужем. Это было в 1982 году. В планах не было вообще никаких? Нет, нет. И было как-то, знаете, зять с сестрой приехали, ну, у них уже 2 детей было. Приехали, и зятя срочно вызывают на работу.
Естественно, сестра с 2 детьми остается. Первый раз приехали тоже. Как уехали, первый раз приехали. Ну, через 2 года. Зять улетает, а сестра с 2 детьми остается. У нее отпуск уже заканчивается. И она начинает мне тут... Как я поеду с 2 детьми, это уже зима, октябрь месяц, там у нас холодно, как это вот, поехали. Я говорю, не поеду. Потом мужу говорю, вот так-то, говорю, сестра зовет. Он говорит, ну, поехали, как она одна полетит с 2 детьми. Ну и все, вот приехали в 82 году. Некоторое время молодая семья живет в Амге. Рита устраивается на работу на нефтебазу. Чуть раньше в семье родился старший сын. Казалось бы, жизнь наладилась. Но и снова но. А в 86 году у нас зятя переводят на Алекминскую нефтебазу. Тут Хамзин работал. Да, его перевели, или, по-моему, даже уволили по возрасту уже. И предложили вот зятю, ну, сестры мужа, естественно. Он опять уезжает один сюда, оставляет сестру. Ну ладно, потом он приехал, ее забрал. Мы еще там, они в 86 году уехали, мы еще там работали, пожили, и тут она мне опять звонит. И я тут одна, у меня родственников никого нету. И как раз это, знаете, зерно возили село Покровка. Село Покровка в Амкинском районе. Там поля, уборка. И вот отсюда машины отправляли. Прямо большие эти... С прицепами машины за зерном отправляли. И вот зять звонит. Вы вещи собирайте, вот к этому времени, значит, машины поедут, чтобы вы вещи загрузили уже, чтобы вещи уже загрузили. Ну ладно, здесь как бы перспективы больше. И собрались, и мы приехали в 91 году сюда. С детьми, с мужем. Ну вот, устроились. Я приехала первое время, тут теплица большая была. Знаете, наверное, тут выращивали и огурцы, и помидоры, цветы. Я там работала. И параллельно, когда кассир там болела, в отпуск уходила, я работала. Ну, просили меня поработать. А вот такой вопрос. Получается, вот там, где вы жили, да, достаточно долгое время до приезда в Амгу, насколько отличался вот даже по климату? Насколько для вас, какое для вас, вот вы увидели Якутию, какое она для вас? Первое впечатление? Первое впечатление, это было ужасно. Холод такой. Тем более мы уже в октябре приехали. Это было жутко. Мы приехали, прилетели на самолете, уже туман такой в Якутске. Это, думаю, ну... А в Амгу мы приехали, там вообще ничего не видно, там еще холоднее. Ну, а что делать? Обратно же не уедешь же, правильно? Мы же уже приехали с детьми уже, все, и вещи. Обратной дороги нет. Тем более поувольнялись с работы, там уже и места заняты. Ну, как-то, знаете, может, и сейчас бы я бы переживала переезд, да, куда-то. А тогда-то молодые были, новые ощущения там. Конечно, я говорю же, я приехала первое время, не хотела в торговлю выходить, я дома сидела. Для меня это вот на работу ходить еще как-то... Я не видела вот этого холода в первое время. Это потом только ощутилось, когда детей начали в садик возить, на машинах забирать их. Ну, хорошо, вот на нефтебазе была специальная машина. И учеников возили, привозили, и детей тоже, дошкольников также. Ну, такого вот, знаете, чтобы обратно ехать, конечно, не было. Ну, первое время я очень скучала.
Я даже плакала ночами, что вот к родителям хотелось. Я же сколько это времени я возле родителей прожила. Возле мамочки, папочки. Мама каждый день ко мне заходила. Я, когда в магазине работала, она каждый день заходила ко мне. Мы с ней разговаривали. После работы я к ней домой пойду. Мы тоже чай пили, с ней разговаривали. Она тоже меня ждет. И вот этого вот, знаете, вот не хватало какого-то... Вот мамы не хватало, да, действительно. Хотя и сестра рядом была. Которая заманила. Да. А вот общение у себя на родине было вот на своем, на татарском языке? Нет, конечно, вы что? У нас с садика запрещали разговаривать. Вы помните, наверное, что да. только русский язык, только русский язык. Нет, у нас даже и в школе запрет был. У нас все было на русском языке. Мы выступали на русском языке. Это вот только когда деревенские приезжают, они вот татарские песни пели, стихи рассказывали татарские. Это мы вообще не понимали даже этот язык. Конечно, мне обидно то, что мы и в Доме культуры говорили на русском языке, и песни пели мы на русском языке. И вот прямо у меня какая-то вот внутренняя обида, почему нас не учили. Что не сохранили вот для себя, да, не передали сразу. Да. Да? А вообще, как вот вы, я вот заметила, мы с вами, в принципе, не раз вот встречались Да. на национальных праздниках. То есть вы достаточно очень хорошо знаете обряды, обычаи, то есть вот кухня. Откуда это к вам пришло? Это от родителей, от мамы. Это от мамы и от бабушки. Бабушка у нас всегда с нами жила, я насколько вот помню. То, что что я знаю, это от бабушки и от мамы. Это я начала вспоминать. Это мне нравилось. То, что вот я с бабушками в Юлдусе начала участвовать. Конечно, и по-татарски мы там разговаривали. И я начала вспоминать, как это, что. Это все от мамы. Даже вязать, вышивать. Это все от мамы. Нас мама всегда, даже и шили мы сами. Хотя нас вот 5 детей было, да, все равно вот у мамы у нас на каждого хватало времени. Я помню, мы все дома сделаем вечером, сядем возле печки, и у каждого у нас были пяльцы. Да, и она терпеливо вот показывала каждый, вот мы 3 сядем, 3 девчонок, это старший брат, а младшая у нас уже родилась попозже чуть-чуть, и терпеливо всем объясняла. А у меня сейчас внучкам терпения не хватает. Вот я показываю вот так вот. Или я сяду вот сейчас вот вязать, они тоже, бабушка, научи вязать. У них, во-первых, у самих терпения не хватает. И у меня тоже. Я вот показала несколько раз. Ну вот же, как вы не понимаете, ну вот петельку. А у нас у мамы хватало вот. Потом мы вообще к труду приучены были. Мы все умели сами делать. Все сами делали дома. Родители на работе. Хозяюшки-то кто? Мы, естественно. И вот традиции вот эти вот тоже от родителей у нас остались. Потому что вот какие национальные праздники, у нас всегда было полный дом народу. Полный дом народу. Я всегда вот вспоминаю, но это для детей-то каково. Гости приехали, гостинцы привезли, да, подарочки детям привезли. Но у нас мама тоже вот молодец была. Хотя вот мы многодетные считались, да, мы очень много стряпали. Вот эти национальные блюда. И у нас всегда полный стол был. Я вот насколько помню, кто бы ни заходил, у меня мама прямо как волшебница. Раз, повернулась, и все на столе есть. И вот эти вот обряды, то, что большие праздники, вот Курбан Байрам, да, вот эти вот Яңа йыллар, новогодние праздники, приходят все с подарками, с гостинцами должны приходить.
И всегда уходили тоже с гостинцами. То есть получался такой обмен товаром, да, всякими вкусняшками. Это уже вот, когда в гости приходят, это уже предвидено, что с пустыми руками уже не должны ни приходить и не уходить. Это было всегда. Рита Глинуровна выучила язык. Наверное, правильно будет сказать «вспомнила», поскольку где-то внутри всегда звучали слова, донесенные памятью внутренней. И чем мудрее становишься, тем сильнее корни напоминают о себе. В Алёкминске Рита Глинуровна узнала, что и здесь издавна проживают татары. И опять же, судьба устроила эту встречу. Как я познакомилась с татарами, приехала к нам на нефтебазу Анна Трофимовна. Да. Она прямо к Жорычу пошла и предложила, значит, у вас Имаева Рита работает, мы бы хотели вас предложить участвовать в Юлдусе. Жорыч тут вызывает по твою душу. Я говорю, а почему? Ну вот, я же не пойду же петь. Потом мы пошли с ней в кабинет, она вот мне всю суть рассказала. Ну, я согласилась, конечно, пошла и с бабушками пела. Ездили мы тоже везде выступать. И я вот этот вот момент прямо как бы вспоминаю с удовольствием, что мне повезло вот с ними познакомиться, с Юлдузом. Они уже сколько лет выступают с бабушками. И тут я такая вот приехала и с ними общаюсь. Они на меня смотрят и ждут что-то от меня новое такое. Что я говорю, конечно, я петь не умею, но буду участвовать и ходить. Ну, благодаря это, конечно, Анна Трофимовне я тоже все узнала, потому что у нас же коллективы же там же были и татарские, и русские, и якутские. Вот в Доме культуры, здесь мы в Алёкминске, мы со всеми общались. Я вот даже не заметила, чтобы к нам вот как-то по-другому общались. Мы все дружные были, особенно вот с якутами, потому что Анна Трофимовна вела Сухай, и нас она вела, татар тоже она вела. Хотя она вот не понимала же, но она с удовольствием, мы до сих пор с ней в теплых отношениях. Вот если даже у якутов вот праздник какой-то, естественно, нас приглашают. И да, у нас есть такие блюда, что и у якутов есть, допустим, вот оладушки, да? У нас тоже такие же оладушки. Мы же точно так же стряпаем эти оладушки. Ну, естественно, потом вот они готовят мясные блюда, да? Просто они отваривают мясо, да, и так же у нас. Ну, я даже вот как бы картофельное блюдо с мясом, картофельное, что у нас есть, что у них есть. Очень много вот так, если пойти еще дальше. И также вот, знаете, и по костюмам у нас тоже очень схожие все. У них вот... Я сейчас вообще вас заведу. Вот у них один валан, а у нас два валана даже. И заметили тоже, наверное, у них на груди вот эти вот украшения. Это то же самое, что вот у нас уйти вот это вот. То есть та же роль. Да, да, тоже та же самая роль. И тоже женщина должна быть в платке обязательно. Очень много схожести, конечно, и также схожие слова. Первое знакомство состоялось, а сейчас Рита Глинуровна сама с удовольствием помогает узнать больше о культуре татар. Давно и активно работает в алёкминских группах, где участники делятся историей своих родов, договариваются о совместных мероприятиях. Было дело, начинали учить язык. Рита Глинуровна не раз представляла Алёкминский район на различных конкурсах. Вместе с ней очень часто внучка Радмила, которая, как и ее бабушка,
всегда с гордостью носит татарский убор. Я заметила, что очень часто национальный костюм стал частью вот вашей жизни. С чем это связано? Вот, и насколько это принято вот у вас в семье? Ну, у вас, получается, здесь уже практически клан, наверное, да, семьи? Да, семейный клан у нас. Мне нравятся вот, конечно, костюмы, потому что я, знаете, я хочу возродить эти традиции, вот бабушкины, мамины, да, родительские. И хочется показать все это вот здесь, в Алекминске тоже хочется показать с татарами вместе это все, чтобы они тоже поняли свои корни, чтобы они знали свои корни. Вот не только вот, как сказать, не только одевая костюм, у меня уже прям, знаете, оно внутри, может быть, это уже время у меня настало, как я вот с бабушками начала общаться, вот, я думаю, что приходит, наверное, с возрастом это. Тепло вспоминать родное, вот, мамины, бабушкины традиции, вот, как бы оно близко мне. И поэтому я хочу показать, да, что я татарка, что я живу в Якутии. И татары тоже могут быть в Якутии, тем более здесь они как бы коренными же считаются. И вот когда я куда-то меня приглашают, я, конечно, хочу показать, что я татарка тоже. И я смотрю, и Анна Трофимовна тоже меня приучила к этому, значит, где-то надо появляться в своем национальном костюме. Это для меня прямо как-то, знаете, было важно. Вот я смотрела на Асухай, они постоянно в национальных костюмах были. И я тоже так же, мне тоже хочется показать, что есть татары, тут живут татары. Для меня это теперь, знаете, как бы, может быть и традиция, но я вот, мне тепло прямо вот, когда я вот одеваю, и все смотрят, что вот татарка появилась, да, мне от этого даже приятно становится и тепло. И я хочу, чтобы как бы вот у нас группа есть сейчас, чтобы они тоже имели свои костюмы и также появляться. Но мы сейчас над этим работаем. Стала ли Якутия для вас родиной в каком-то вот смысле? Да, конечно, конечно, если... Мы приехали сюда в 1982 году. У меня тут дети родились, они уже женились, у меня внуки есть. У меня тут сестра столько времени прожила. У меня сейчас племянник здесь рядом живет. Конечно, знаете, это ближе даже стало, чем вот родной поселок. Здесь, конечно же, родина наша. Всю жизнь мы здесь прожили, мы все условия здесь знаем, а туда мы приезжаем только в гости уже теперь. И нам обратно хочется домой. Скорее, мы даже, бывает, что мы уже определенное время, вот мы знаем, что если мы едем домой к родителям, нам уже нужно возвращаться сюда, на родину свою. Мама все время у нас обижалась. Почему так рано уезжаете? Мы говорим, мама, мы устали, мы уже домой хотим. Дом-то ваш, вот он. Нет, мы к себе домой хотим. У нас свой дом. Конечно, это родина. Мы всю жизнь здесь прожили, считайте. А мы там что видели? Вот мы уехали, ну, я уехала даже 16 лет из дома, да, вот, ну, Подмосковье. 16 лет я уехала из дома. Потом вот эти возвращения, опять уезды там. Все, я уже и как-то неохота возвращаться. Сейчас у меня вот сестра уехала, конечно, переехали они. А я не могу отсюда уехать. И как-то вот и неохота мне уже, потому что у меня тут дети. А у детей-то родина Якутия, и у внуков тоже Якутия. Да, все. Родина. Это,
Конечно, знаете, даже приятно, может быть, что мы попали в Якутию, да, тут живем в суровых условиях. Это значит, судьба такая была, чтобы мы выдержали это все. Ну, выдержали это одно, но нам же тут нравится, мы же тут живем.